Aman aman rahmet. Добро пожаловать. Привет. Обычно в это время года снег лежит в Бишкеке. А сейчас у вас в горах снег, у нас ничего нет. Мы работали. Извини, конечно. Ничего, надо работать. Я думал, ты хочешь от Владимира Владимировича отдать приездом. Все-таки 2 дня вези. Еще раз. Пойдемте. Да. Заставим Я вам нас решили ключи. Как мы можете они ключи здесь. ключ уже? Ага. Признайся. Я пока здесь не буду. А, да ты шо ты? Спасибо. Добрый вечер, уважаемые главы государств. Добро пожаловать в Кыргыз-Айлы, символизирующий дружбу между нашими народами. Для нас большая честь встречать вас здесь, у нас в Бишкеке. Меня зовут Бербек, я являюсь министром культуры Кыргызской республики. Позвольте перейти в юрту, предназначенную для Республики Беларусь. Уважаемый Александр Григорьевич, юрта предназначена для Республики Беларусь. Наши ребята. Добрый день, уважаемый президент. Уважаемый Александр Егорович, сердечно запрошаем в юрту, присвященную Беларуси. Уважаемый Александр Григорьевич, здесь в центре, на самом почетном месте панно, изготовленное из войлока с применением традиционных белорусских орнаментов. Ромб означает благополучие, плодородие. Наши мастера по изготовлению музыкальных инструментов доблбас и свзг изготавливают данные музыкальные инструменты. Позвольте продемонстрировать, как они звучат. Спасибо большое. Уважаемый Александр Григорьевич, примите подарок эти наши музыкальные инструменты. Спасибо. От наших ремесленников. Спасибо. Позвольте перейти в юрту, предназначенную для Казахстана. Уважаемые ребята. Құрметті Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы, Қазақстан Республикасына арналған бұл үйге қош келіңіздер. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, здесь тоже панно, изготовленное из войлока, шардак, сарымсак, сармых с изображением традиционных казахских орнаментов. Наш мастер по изготовлению музыкального инструмента кылкыяк делает кылкыяк. Позвольте продемонстрировать, как он звучит. Спасибо большое. Кылгыяк очень похож на казахский кургу. Да. И этот музыкальный инструмент вам в подарок от наших ремесленников. Позвольте дальше перейти в юрту, предназначенную для Алексея. Здравствуйте, уважаемые господа президенты. Уважаемый Владимир Владимирович, добро пожаловать в юрту в честь России. Уважаемый Владимир Владимирович, здесь тоже висит панно, сделанное из войлока, с использованием флага Российской Федерации, триколора. Здесь наш мастер по изготовлению помуза показывает, как делается помуз, наш музыкальный инструмент. Позвольте, вы все слышали, конечно, как звучит помуз, но позвольте еще раз продемонстрировать, как он звучит. Этот музыкальный инструмент помуз вам подарок. Он как раз этот купить хотел, я знаю. Будет играть. Он тоже трехструнный, как балалайка.
Нет, он еще как-то звуки извлекает. Вот эти. Не настроено, но до нас. Настроено. Спасибо. Но левой рукой звуки тоже, да? Правая играет, но левый издает. Мама, ойната? Assalomu alaykum muhtaram prezidentton va mehmononi giromi. Assalomu alaykum janobi oliy Emomali Rahmon. Xush omaded nuri dida toji basar. In yurtabat Jumhuriy Tojikiston baxshida shudasiz. Marhamat, az namoyish bahra barid. Уважаемый Роман Сергеевич, здесь тоже висит панно, сделанное из войлока с использованием традиционных таджикских орнаментов. Здесь орнамент означает сад, благородный сад, что означает жизнь таджикского народа в гармонии с природой. Наш мастер по изготовлению сурна, герне сурна, изготавливает этот инструмент, который используют тоже также в Таджикистане. Вот позвольте предоставить, прослушать, как герне звучит наяву. Спасибо большое. Уважаемый герней сделан вручную для вас специально от наших ремесленников. Эти наши ударные инструменты дол и долгубас использовались во время торжеств и во время похода для поднятия духа воинов. Уважаемый Садыр Нурманович, здесь тоже панно, шардак с использованием кыргызских орнаментов. Саламатсыздарбы, урматтуу президент мырзалар, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Традиционное жилище кыргызов всегда делится на три части. Правая часть ичиджак, это женская сторона, всегда здесь хранилась кухонная утварь, и всегда женщины здесь делали пищу. Вот, например, мастер изготавливает шардак. Левая сторона считалась мужской, всегда в этой стороне хранились оружие труда, оружие для охоты и седла. Наш мастер плетет плеть, камчи. Спасибо за внимание.